Дорогие друзья, давайте поговорим об ювелирных украшениях, как дополнение к деловому костюму. Конечно, эти ювелирные украшения тоже должны быть неброскими в деловом костюме. Существует несколько таких правил. Первое. Одно украшение, один металл. То есть если все у вас такого серебряного оттенка, то и все украшения должны быть серебряными. В деловом костюме не рекомендуется носить больше 3 предметов украшения. Это может быть, например, обручальное кольцо, брошка и, допустим, сережки, или обручальное кольцо, цепочка и браслет. Также должно быть в течение дня, есть такое правило: одна рука, одно кольцо. В вечернее время можно носить несколько колец. И, конечно же, выбор вашего украшения зависит целиком от вашей шеи. Например, выбор бус или цепочки. Если у вас, как говорится в народе, лебединая шея, то, конечно, любой длины украшения подойдут. Но если же у вас короткая шея, то, конечно, нужно подбирать более удлиненные изделия. Это зрительно, оптически увеличивает длину вашей шеи. Что касается брошки, конечно, этот предмет украшения очень популярен среди женщин. Но брошки не должны быть яркими, они не должны быть крупными, должны бросаться в ваши глаза, а не брошка. Но я, например, замечаю, что многие женщины неправильно носят брошку. Иногда брошка может быть прямо на груди, очень низко. Конечно, брошки должны быть выше, обычно на левой стороне. Конечно, брошки носят на пальто, может быть, на платье, на пиджаке, на вороте блузки, но никак не низкой и не на трикотажной кофточке. Форма украшения зависит от формы выреза вашего платья. Если у вас V-образный вырез, то и украшения могут быть удлиненные. Если же у вас форма круглая, то и, соответственно, украшения тоже должны быть округлой формы. И что касается браслетов, то браслеты, конечно, в обычной жизни мы носим по много браслетов, то есть несколько браслетов, они могут быть разной формы, разного металла, но это недопустимо в деловом костюме. Браслет может быть один, и желательно, чтобы он был плоский. Что касается сережек, то же самое. Не нужно, чтобы камень бросался в глаза, потому что это привлекает внимание. И допустимы, конечно, разные сочетания, но все нужно подбирать именно к вашему образу.